Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели нашей республики. В студии Элина Насырова и в начале коротко о главном. Главные ориентиры Башкортостана. Во все времена мощь нашего Отечества опиралась на единство его народов. И так будет всегда. Вместе мы работаем, сражаемся, вместе защищаем Россию. Новые меры поддержки, благоустройство сел и городов, а также новое ведомство. О чем еще говорил в своем послании Ради Хабиров и что об этом говорят эксперты. Те планы, которые озвучил глава республики, по крайней мере в бюджете 2025 года, заложены. Осадки в виде града. У реактивщиков мотострелкового полка «Башкортостан» порядка 30 огневых позиций. Расскажем, как реактивная батарея полка «Башкортостан» наносит огневое поражение противнику. Со всероссийским размахом и на новом месте. Очень масштабный турнир, сильные соперники. Во Дворце борьбы прошли первые масштабные спортивные состязания. Что говорят атлеты о флагманской спортплощадке страны? Такая атмосфера, как будто чемпионат мира проходит тут. Еще более непростой, но продуктивный и наполненный важными делами. Таким в правительстве видят 2025 год. Ради Хабиров традиционно в декабре обратился с посланием к Госсобранию. В своем тексте он озвучил ключевые пункты развития республики. Новые меры поддержки, благоустройство сел и городов, а также новое ведомство. У правительства есть конкретный план по преодолению трудностей. Большие возможности и за счет федерального правительства. Поэтому нужно активно участвовать в новых нацпроектах. Подробнее об основных моментах послания и о реакции экспертов в материале Артура Шамсудинова. Конец года традиционно время подводить итоги и строить планы на будущее. Ради Хабиров сразу обозначил задачи масштабные. Конечно, главное – помощь участникам СВО. В регионе продолжат расширять меры поддержки, а также создавать условия для возвращения ветеранов. Мы продолжим все виды лечения и реабилитационной работы с участниками СВО, членами семей. Предстоит активно заниматься профессиональной переподготовкой ветеранов боевых действий и их дальнейшим трудоустройством. Важно привлекать участников СВО к управленческой и законотворческой работе. Подчеркну, они сейчас для нашей страны и республики самые главные люди. И эти слова не расходятся с делом. Все чаще в ведомствах и госучреждениях можно увидеть ветеранов СВО на руководящих должностях. На днях, например, обновилась команда Народного фронта, куда вошел кавалер Ордена Мужества Павел Самойлин. Сейчас я нахожусь в госпитале, но скоро встану на ноги и вернусь к своим ребятам. И вместе мы, тыл и фронт, одержим эту победу. Враг будет разбит, раздавлен и уничтожен. Россия победит. Залог успеха на СВО – экономический фронт. Именно поэтому задача довести к 2030 году объем инвестиций до 1 триллиона 250 миллиардов рублей. Ради Хабиров также поручил увеличить докапитализацию Фонда развития промышленности до 1 миллиарда рублей. Большую ставку власти делают на индустриальные и технопарки. Продолжаем формировать промышленные кластеры. Их уже 18. Они объединяют 200 предприятий. При этом важно не ждать, когда предоставят финансовые меры поддержки кластеров. Необходимо сейчас, максимально используя возможности отраслевой кооперации, начать производить качественную, конкурентоспособную продукцию. Для инвесторов в республике упростили порядок оказания мер господдержки, сократили сроки предоставления земельных участков без торгов. Эти и другие привилегии, как зеленый свет для тех, кто хочет зайти в регион с деньгами. Работа по привлечению инвесторов ведется на всех уровнях, в том числе и на федеральном. Не будет инвестиций, не будет развития, не будет новых рабочих мест, зарплат и так далее. Поэтому это главное, это как кровь всей финансовой системы. Поэтому будем работать над этим и дальше привлекать инвестиции в республику. Башкортостан укрепляет свои позиции как один из ведущих аграрных регионов. Даже в тяжелых погодных условиях фермеры смогли собрать рекордные урожаи свеклы и масличных культур. Но нужно активнее готовить кадры для АПК, а также наращивать сельхозпроизводство. Министерству сельского хозяйства необходимо переходить к более эффективным методам управления отраслью, повышать ее инвестиционную привлекательность, активнее работать на внешнем треке.
Со следующего года в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в республике будут развивать опорные населенные пункты. Много внимания уделят столице. Приступят к реконструкции парка Ленина, в центре установят памятник Мидхату Шакирову и начнут реставрацию монумента Салавату Юлаеву. В парке лесоводов появится зоопарк, а театральная улица, как Октябрьской революции, станет столичным Арбатом. Планы грандиозные, и что самое важное, у республики есть возможности для их реализации, говорят эксперты. Есть еще резервы взаимствования, есть резерв в инициативе президента по сокращению долгов бюджетных, взятых по бюджетным кредитам в регионах Российской Федерации. Кроме этого, есть надежда на успешную реализацию сверхплана доходных полномочий региона. Поэтому я считаю, что те планы, которые озвучил глава республики, по крайней мере в бюджете 2025 года, заложены. Много говорили и о транспортной доступности. К концу декабря полностью запустят движение по Шакшинскому мосту. Через полгода завершат капремонт переправы через Белую. Построят еще две в Кузнецовском затоне и в створе улицы Интернациональной. А на программу ремонта фонящих дорог ежегодно будут добавлять по 1 миллиарду рублей. И тема фонящих дорог – это один из способов именно скорейшей реализации тех вопросов, которые у нас возникают, где именно граждане республики могут именно обратиться напрямую к правительству республики, и что помогает оперативно решать все те вопросы, которые возникают по именно направлению дорожного хозяйства. До 2030 года власти намерены увеличить продолжительность жизни населения с 73 до 78 лет. А для этого и дальше намерены не сбавлять темпы модернизации системы здравоохранения на всех уровнях, а также поддерживать институт семьи. Очень большой блок был посвящен социальным вопросам развития республики. Мы придерживаемся позиции, что, безусловно, государство существует, наше государство, социальное государство, как известно, Конституция, для людей. Особое место заняла сфера образования. Со следующего года 50 грантов получат самые успешные молодые руководители школ. Ежегодно не менее 1000 учителей будут вручать сертификаты на лечение в санаториях. 5 новых кластеров создадут в системе среднего профессионального образования. Ну а решать вопросы высшей школы вскоре будет Госкомитет по научно-технологическому развитию. Его создадут не позднее 1 февраля. Республика участвует во всех практически крупных федеральных проектах. И мы видим и кампус мирового уровня, Евразийский НОЦ, это приоритет, это передовые инженерные школы. И, конечно, координация такой огромной работы, которая сейчас ведется в республике в области науки, комитет будет своевременен и актуален на сегодняшний день. Много школ построено, садиков, дорог и других объектов. Особенно подстегивает меня кампус. Я туда частенько старшеклассников вожу. Из них где-то процентов 60-70 остаются с республики, не уезжают. По темпам строительства спортивных сооружений и их числу регион в лидерах. Сейчас на очереди Центр прогресса бокса с Академией тенниса и комплекс с легкоатлетическим манежем. В следующем году власти начнут выдавать сертификаты ветеранам СВО на бесплатное посещение спортзалов и секций. Спорт, прежде всего, это здоровье, дисциплина. А без дисциплины, как вы понимаете, это нигде у нас не будет продуктивной работы. Поэтому спорт обязательно, это норма жизни, это должно быть обязательно. Завершая выступление, Ради Хабиров отметил, в следующем году страна отмечает 80-летие Великой Победы. И нынешнее поколение военнослужащих доказывает, что Башкортостан – это родина героев. Несмотря на любые испытания, регион с достоинством сможет их преодолеть. Сделаем все для процветания родной республики и великой России. И мы знаем, победа будет за нами. Артур Шамсудинов, Азат Ишбулатов, Артур Ханов, Родион Матвеев и Руслан Галямов. Итоги недели. Также, наконец, был озвучен состав правительства. Премьер-министром утвержден Андрей Назаров. Такое решение приняли депутаты Госсобрания на своем пленарном заседании, которое состоялось сразу после послания. Кандидатура, которую ранее в парламент направил Ради Хабиров, была поддержана единогласно. Андрей Назаров озвучил программу работы на ближайшую пятилетку. Он обозначил основные 3 направления деятельности Кабинета министров: сохранение населения, сбережение его здоровья и создание условий для самореализации каждого человека, развитие комфортной и безопасной среды для жизни, а также формирование новой высокотехнологичной и динамичной экономики.
Мы взяли на себя обязательство продолжить темп развития Башкортостана в среднем выше среднероссийских результатов, темпов. Это очень важно для того, чтобы Башкортостан продолжал подниматься наверх. Уже определенные успехи есть, но еще в некоторых областях требуется такое усиление скорости движения вперед. Но при этом, конечно, неукоснительным остается поставленная задача главы республики. Это обеспечивать социальные сферы, это специальная военная операция, ну и развитие экономики для того, чтобы наши жители почувствовали на себе, что мы приближаемся к званию лучшего региона для жизни людей. Эксперты заявляют, что переназначение Андрея Назарова было ожидаемым. Он возглавляет башкирский Кабмин с 2020 года и считается эффективным менеджером в управленческой команде главы Башкортостана. Ради Хабиров неоднократно подчеркивал, что в последние годы правительству приходилось работать в самых непростых условиях. Это и пандемия по коронавирусу, и специальная военная операция. Несмотря на эти вызовы, республика выстояла и сегодня активно развивается. По многим показателям в промышленности, в строительстве, в социальной сфере, в науке и образовании наш регион вышел на лидирующие позиции. Политологи считают, что без грамотного и системного руководства Кабинетом министров это было бы невозможно. В Башкортостане сложилась эффективная система управления, когда глава республики инициирует и ставит как тактические, так и стратегические задачи, а правительство претворяет их в жизнь. И в этой системе Андрей Назаров выполняет важную функцию по координации работы всего правительства. Его заслуги также неоднократно отмечались на высоком государственном уровне. Так, в этом году премьер-министр правительства России Михаил Мишустин наградил Назарова медалью Столыпина второй степени. Надо отметить, что за прошедший период его работы по многим показателям республика не только добилась положительных результатов, но и в числе передовых субъектов Российской Федерации. На мой взгляд, кандидатура достойная. Я думаю, что в республике в дальнейшем и правительство совместно с городами, районами, с депутатами будет конструктивное взаимодействие. Свои посты сохранят и другие члены правительства. Первые заместители премьер-министра Рустам Муратов и Урал Кельсинбаев, а также вице-премьеры Азамат Абдрахманов, Ирик Сагитов, Александр Шильдяев и Ильшат Фазрахманов. Пополнили этот список бывший глава Стерлитамака Рустем Газизов и исполняющий обязанности министра земельных и имущественных отношений Наталья Полянская. Правительство показало очень высокую эффективность в реализации задач, которые стояли перед нашей республикой. И вот эта эффективность, она, безусловно, сыграла решающую роль в оценке депутатов той кандидатуры, которая была представлена на согласовании главой республики. И мы очень надеемся на конструктивный тот диалог, который присутствует в отношениях между парламентом и правительством, наверняка сохранится и на ближайшие 5 лет. Бьют мощно и точно в цель. Реактивная батарея имени Алексея Сухорукова мотострелкового полка Башкортостана наносит огневое поражение противнику на Краснолиманском направлении Луганской Народной Республики. В день расчеты могут получить несколько целей. Работа также ведется и в ночное время. Экипажи готовы к выезду в любое время суток. За очередным боевым заданием следил наш военный корреспондент Азат Садриев. Сейчас мы находимся в так называемом районе ожидания. Здесь наши артиллеристы в постоянной боевой готовности, грады заряжены. И в случае поступления приказа расчеты моментально выезжают на боевое задание. Реактивные батареи полка Башкортостан – одно из самых грозных для противника подразделений. Полный пакет всего одной системы залпового огня «Град» может за секунды накрыть площадь, равную 4 футбольным полям. Основные цели, по которым мы работаем, это большое скопление личного состава противника, полевые склады с боеприпасами, также бронетехника, большое скопление бронетехники, колонн техники. Вот это наши основные приоритетные цели. Слаженная работа вместе с остальными подразделениями полка, разведкой, отрядом БПЛА «Айгир», ротой радиоэлектронной борьбы помогает оказывать мощную огневую поддержку штурмовикам. Не мог просто в стране быть. И собрался и поехал. Родные, конечно, против были. Потом уже смирились с этим. Но сейчас я уже здесь 9-й месяц. Так что нравится, ребята хорошие здесь. Дружные. Командиры здесь отличные.
Не было боевого опыта, срочку служил, как и все ребята. Но дошла такая информация, что здесь творится. Как-то стал неравнодушный к этому. Но и решил помочь ребятам. Надо эту нечисть передавить. Вот мы выполняем боевые задачи, стараемся выполнить все правильно, четко. Благодаря командирам, конечно. Они хорошие мужики. Боевой расчет получает очередные цели. Спустя минуту реактивная система залпового огня «Град» уже выдвигается на позиции. Выехав на рубежи, пристальное внимание за небом. Антидроновая группа прикрывает товарищей, пока те сверяются с координатами и наводят орудия. У реактивщиков мотострелкового полка «Башкортостан» порядка 30 огневых позиций. Каждый раз они меняют свою локацию во время боя. Чтобы избежать возможности обнаружения вражескими FPV-дронами. Очередная цель успешно поражена, что подтверждается объективным контролем с беспилотников. Старший офицер батареи возвращает расчет обратно. Сам он родом из Самары, но за боевые заслуги указом главы Башкортостана отмечен медалью Минигали Шаймуратова. Заслуженную награду получил лично из рук Радия Хабирова во время его очередной рабочей поездки на Донбасс. Я ее очень сильно хотел. То есть, когда начали награждать ребят с нашего подразделения, и мне сказали, что, возможно, не получится, потому что я сам не из республики Башкортостан, но эта медаль для меня, наверное, больше некоторых, которые уже есть. Вот, и она для меня очень много чего значит. Я вот ее получил за боевую работу, за свои, то есть, боевые задачи выполненные. И она дома уже лежит, и она лежит одна из первых, так скажем. Ребята отработали свои боевые цели, сейчас вернулись в район ожидания. В данный момент будет происходить так называемая кормежка, то есть пакет вновь будет заполнен артиллерийскими снарядами. Зарядив установку, реактивщики маскируют свою боевую машину в ожидании следующего приказа. Он поступает поздно вечером. Разведка выявила скопление натовской бронетехники. Выехав на позиции, точным и мощным залпом бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» уничтожили цель. Азат Садреев, Айнур Кабиров, Иван Шабрин. Итоги недели. Краснолиманское направление. Луганская Народная Республика. 100 новых рабочих мест для района. В селе Бишбуляк состоялся официальный запуск швейного комплекса. Это приоритетный инвестиционный проект, реализацию которого начали в октябре прошлого года. Общий объем финансовых вливаний составил 88 миллионов рублей. Здесь будут шить спецодежду для промышленных предприятий не только республики, но и страны. Мы как раз на инвестчасе, я Светлане Геннадьевне предложил, я говорю, давайте развивайтесь дальше, потому что они стали ощущать сложности с трудовой силой в городе Уфе. И вот, собственно, с этого разговора пошла история формирования производственного швейного предприятия в Бишбуляке. Вот. И я с большим удовольствием, я и обещал к вам приехать, сегодня с большим удовольствием разделяю эту радость. В ходе рабочей поездки Ради Хабиров также посетил учебные заведения и пообщался с волонтерами. Начался же визит с осмотра обновленного сельского дома культуры в селе Кош-Елга. После капремонта условия в СДК кардинально изменились. В рамках нацпроекта «Культура» здесь обновили зрительный зал, библиотеку и другие помещения. С просьбой отремонтировать Дом культуры в 2022 году жители обратились на прямую линию главы Башкортостана. И вот Ради Хабиров приехал ознакомиться с условиями. Окна были старые, сами лопались, сами падали. Невозможно было даже заниматься. Поэтому люди приходили в шубах, валенках. И тут мероприятия проходили тоже в зимней одежде. А теперь вот красота, радость на душе и счастье для работы.
Консолидация и единство. Под таким девизом в Уфе прошел 6-й съезд Всемирного Курултая Башкир. В нем приняли участие более 500 делегатов республики, регионов России и зарубежья. В пленарной части съезда выступил Ради Хабиров. Глава Башкортостана сообщил о новом празднике в республике – Дне национального танца, и анонсировал появление памятника участникам спецоперации. Подробности в сюжете Динары Масхановой. Музыкальная композиция сопровождает каждую картину на выставке. На полотнах застыли кадры Отечественной войны 1812 года. Главные герои работ – северные амуры. Художники приехали из Челябинска. В их творчестве лейтмотивом проходит боевое братство народов Южного Урала. Мы знаем, что плечом к плечу сражаются уже не первую сотню лет башкирские казаки, нагайбаки, мишари и так далее. Многие народы. У нас многонациональный коллектив. Мы поем песни на башкирском, как новосочиненные, так и старинные на нагайбакском языке, на русском, естественно. История циклична. Сегодня башкиры вновь доказывают, что они надежный и преданный Отечеству народ, всегда готовый встать на его защиту. Приведу цитату нашего президента. С момента добровольного вхождения в состав российского государства башкиры также добровольно взяли на себя особую миссию защиты внешних рубежей единого Отечества, пограничной стражи. Поэтому нет ничего удивительного, что и сегодня при решении задач специальной военной операции по защите наших людей на Донбассе, Херсонщине, в Запорожье республика ведет себя также ответственно. Важные темы не только для башкир. Для многонациональной республики прозвучали на 6-м съезде Всемирного Курултая. Ради Хабиров отметил, что в прежние годы порой сквозила и разобщенность, и взаимные претензии, непонимание главных задач развития башкирской нации. Этот Курултай отличает единение и консолидация. Организация сегодня крепкая и сильная, умеющая сплочать нацию. Помните, когда началась специальная военная операция, к башкирам с открытым письмом обратился тогдашний министр обороны Украины Резник. Он так и большую статью опубликовал «За что воюют башкиры» называется. Разумеется, вы понимаете, что они там хотели нам писать. И тогда я задумался, почему у них отношение, внимание именно к нам, такое, к башкирам. И понял самое главное. Потому что они нас боятся. Потому что мы племя воинов, верные, подданные своего Отечества. Нас не сломить на поле боя. И в нашем народе нет предателей. Мы защищали и защищаем Россию на протяжении почти 5 столетий. А они способны лишь на жалкие попытки расколоть нас изнутри. Но у них ничего не получится. Потому что ими движет подлость и страх, а нами будущее Башкортостана и башкирского народа. Специальная военная операция показала, что мы единый народ, мы будем непобедимы, если только будем едины. Как говорится, на войне нет атеистов, так и по народам России на войне есть только русский народ. Я, к примеру, русский офицер, несмотря на то, что я башкир. Уфа объединила 500 делегатов. Они не только из субъектов страны, башкиры съехались со всего мира. Вместе подводят сегодня итоги прошлой пятилетки. Для сохранения родного языка, культуры, исторической памяти, традиций сделано за эти годы немало. Что мы сегодня видим, что за последние 5 лет сделано очень много, начиная и учреждение День башкирского языка в календаре, День национального костюма. То есть те мероприятия, которые на самом деле стали знаковыми для всех башкир, где бы они ни жили. 14 декабря для любого башкира, живет он в Уфе, в Турции, в любой точке мира, для него это праздник. И поэтому, конечно, такие ключевые мероприятия, они нам дают сегодня возможность сближать наш народ, где бы он ни находился. Ранее 10 октября было объявлено Днем Курая. Отныне в республике появится еще один праздник. 21 октября будут отмечать День национального танца. Один из
ярких символов нашей культуры – башкирский танец. Язык танца понятен всем без исключения. Мы активно поддерживаем развитие национальной хореографии. Считаю необходимым учредить День национального танца, приурочив его ко дню рождения выдающегося башкирского балетмейстера Файзи Атгановича Гаскарова. На сохранение языков каждый год выделяются гранты. В этом году 33 организации получили 50 миллионов рублей. 25 проектов направлены на развитие башкирского языка. Вот, допустим, из последних проектов это проект «Мухит». То есть мы будем выходить на торговую площадку с детским проектом. «Тирмя» называется, «Мухит». Там родители могут оставлять своих детей на какое-то время. Там будет все на родном башкирском языке. В последние годы в Башкортостане построено немало памятников достойным сынам Башкортостана. Одним из знаковых мест стала обновленная Советская площадь, где возвели памятник Минигали Шаймуратову. Когда-то легендарный комдив сам с этой площади уходил на поля сражений. В наши дни с этой площади провожают участников специальной военной операции. К слову, именно им и появится в республике отдельный памятник. Скульптором для его изготовления выбран народный художник России, автор памятника Минигали Шаймуратову Салават Щербаков. Ради Хабиров в своем выступлении рассказал и о важности реконструкции существующего памятника Салавату Юлаеву. Объект федерального значения требует обновления, с которым тянуть дальше уже нельзя. На съезд Курултая приехал внук Сосланбека Тавасиева, автора памятника, который почти 60 лет назад изваял на берегу Белой визитную карточку Башкортостана. У меня есть, наверное, чувство волнения, чувство восторга и какого-то... еще есть несколько очень личных чувств, какого-то, не знаю, контакта с дедушкой, что это очень значимо, очень приятно. И то, что дедушку помнят, и вот то, что учреждена премия имени дедушки, это тоже потрясающе. То есть имя его продолжает развивать культуру. Конечно, задача, мне кажется, просто все понимают ее важность, поэтому вокруг нее очень много каких-то страхов, планов, какого-то напряжения. На самом деле, технически это абсолютно возможно. Все это будет сделано, все будет сделано достойно. И очень важно, чтобы внукам, правнукам передать в чугуне вот эту память. На 6-м съезде Всемирного Курултая Башкир избрали новое руководство. Должность председателя президиума продолжит занимать Эльвира Айткулова. Юлдаш Юсупов останется руководителем исполкома. Главный документ Конгресса – стратегия развития башкирского народа. В рамках съезда она будет обновлена и определит вектор развития на будущее. В основе деятельности, как и всегда, процветание многонационального региона. Башкирский народ не сможет развиваться вовне 7 народов, в которых мы живем. Многонациональная семья народов Башкортостана и России. Поэтому многолетняя культура гостеприимного, доброго проживания, уважительного – это одна часть. Вторая часть, при этом, она не исключает, для того, чтобы нация сохранилась, надо сохранить основные элементы нации – язык, культуру, традиции, обычаи и, скажем так, определенный духовный иммунитет, то, что мы говорим, определенную свою идентичность. В работе секции говорили о демографии, о семейных ценностях, о поддержке участников спецоперации. Этими вопросами в том числе занимается Курултай-Башкир. В республике уже в 5-й раз отметят День башкирского языка. На разных площадках пройдут мастер-классы и викторины, на которых можно будет пообщаться на родном языке. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. На неделе в Верховном суде Башкортостана оставили без изменений решение суда о дискредитации вооруженных сил в отношении издателя «Пруфов» Руфы Рахимовой. Руководитель СМИ ранее подавал апелляцию, чтобы отменить решение Кировского районного суда столицы об административном наказании штрафа в размере 30 тысяч рублей, которое, к слову, теперь вступило в законную силу. Дело связано с тем, что в постах Руфы Рахимовой выявили информацию, которая дискредитирует российскую армию. Известно, что сетевое издание Рахимовой входит в оппозиционный конгломерат «Синдикат 100» наряду с другими антироссийскими ресурсами и иноагентами. Призывали людей на несанкционированные акции протеста, одна из которых привела к массовым беспорядкам в Баймаке.
Тесные связи Рахимовой с радикальными башкирскими националистами подтверждает и тот факт, что среди сотрудников ее медиаресурсов значился иноагент, экстремист Руслан Габасов, который живет в Литве, поддерживает ВСУ и распространяет идеи сепаратизма среди жителей Башкирии. Можно заметить явные параллели в их подходах к освещению спецоперации и роли жителей республики в этом контексте. Интересно, что Рафа Гариевна проявила патриотические настроения именно перед судебным заседанием, что вызывает вопросы об искренности ее позиции. Развернутая в дальнейшем информационная кампания по очернению экспертов, участвовавших в ее деле с целью доказать свою невиновность, приводит к резонному вопросу. Почему, если она считает себя невиновной, после возбуждения дела она удалила свою страницу ВКонтакте, а потом несколько постов в запрещенных в России соцсетях, посвященных спецоперации? Почему отредактированы соответствующие статьи в ее издании? Тем не менее, на судебных процессах женщина пытается выражать любовь к родине, всячески убеждая суд в своем одобрении спецоперации на Украине и патриотизме. Как и ранее, поддерживать медиа-менеджера помогает политический обозреватель ПРУФа Рамиль Рахматов, за плечами которого краткосрочное участие в СВО. Вот и на этот раз аккурат прямо перед судом Рахматов съездил в зону боевых действий с гумконвоем, чтобы использовать этот факт для обеления своего руководителя. Напомню, что политический обозреватель в своих статьях неоднократно поднимал сомнения насчет профессионализма экспертов, которые выявили в постах Рахимовой негативную информацию, а сотрудникам телепередачи «Дознание» и вовсе угрожал нанести физические увечья. Он подошел сразу за мной к нам и обратился к нам: «Слушайте, вы БСТ, дознание, еще раз меня без разрешения снимете, я вам нос сломаю». Я была в растерянности, потому что я буквально вот пару минут назад с ним поздоровалась на лестнице, все было в порядке, а здесь такое вот. Под руководством Руфы Рахимовой издание «Пруфы» неоднократно привлекалось к административной ответственности за злоупотребление свободой СМИ. Последний случай распространения фейков об организации массовых беспорядков. При этом медиа-менеджер нередко называет возбужденные в отношении нее и издание дела местью в отношении первого президента республики. Подобные высказывания не просто некорректны, они неэтичны. Муртазы Рахимова нет с нами уже почти 2 года, и никто не может знать его позицию по тому или иному вопросу сейчас. Да и родственников у него достаточно. Давайте представим, если каждый из них начнет строить свои домыслы, исходя из какой-то якобы его позиции. Есть экспертное мнение, есть решение суда, придется нести ответственность. В Уфе продолжит работу по строительству 2 долгостроев – Соборной мечети и Воскресенского собора. Об этом упомянул Ради Хабиров во время обращения с посланием к Государственному собранию Башкортостана. Процесс не быстрый, объемы серьезные, но движение доведут до конца. По закону церковь официально отделена от государства, поэтому все культовые сооружения возводят либо на пожертвования прихожан, либо на средства благотворителей. Кто поможет восстановить собор и когда он возвысится над исторической частью столицы, расскажет Алия Альтубаева. Глядя на эти кадры, как-то и не верится, что это тоже Башкортостан. Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь «Святые Кустики». Место с удивительной историей, архитектурой и людьми всего в 1,5 часах езды от Уфы, в Благовещенском районе. Его история началась больше века назад. Еще в 1901-м здесь основали женский монастырь, который после революции буквально стерли с лица земли. В советские годы оставшиеся постройки пытались приспособить под колхоз. Новую историю обители написали нынешний настоятель отец Варлаам и меценат Геннадий Букаев.
Последний помог с поиском финансирования при восстановлении монастыря. Его вообще многое связывает с республикой, особенно благотворительность. Вот и теперь он поможет достроить еще одну святыню – Уфимский Воскресенский собор. Сегодня с удовольствием хочу сказать, что мы приступаем также к продолжению строительства собора Воскресения Христова. Причем благодаря подвижнической деятельности нашего земляка Геннадия Ивановича Букаева. Знаем, как много сил он вкладывает в развитие благотворительности, меценатства, возрождения православных святынь. Сердечное за это спасибо Геннадию Ивановичу от наших земляков. Идея взяться за Воскресенский собор, как рассказывал сам глава, появилась в канун проведения форума «Россия. Спортивная держава». Геннадий Букаев предложил привести в порядок долгострой. Но визит Владимира Путина в Уфу поставил точку при принятии этого решения. Долго ли вы такими красивыми будете? Зависит от того, какие благие дела вы будете делать на этой земле. И так от одного проекта к другому Всевышний ведет. Святые Кустики более-менее закончились, и вот тут появляется новый проект. Вот этот микрорайон очень интересный появляется, интереснейший. Может быть, одним из центров города Уфы, одним из центров. Вот так я вижу. Культурный, эстетический, здоровый такой. В начале декабря учредили фонд «Воскресенский собор», в который вошли благотворители, представители Уфимской епархии, юристы и строители. Попечительский совет возглавила Карине Хабирова. Я была впечатлена, конечно, и архитектурой, и прежде всего, конечно, размерами этого храма. Оказалось, что такой храм был в Уфе, кафедральный собор, но потом был разрушен. И, конечно, это вдвойне побуждает, чтобы собраться всем вместе и его восстановить. Господь, явися нам, благословен гряду во имя Господне. Незавершенный храм не помеха для богослужений. Здесь уже проходят молебны и литургии. Тысячи верующих собираются со всей республики и находят успокоение для души и сердца. Хожу я по праздникам, по большим праздникам, в субботу, воскресенье. В среду иногда хожу на вечернюю службу. Причащаюсь примерно в месяц раза 3. Слава Богу, что пока так. Охота бы посмотреть, как будет. Ясно дело, будет красиво. Этот храм должен был стать копией Уфимского Воскресенского кафедрального собора 1841-го, который разобрали в советские годы. В 2003-м решили воссоздать здание, но стройку вскоре заморозили. Сейчас храм готов наполовину, проводят техническое и инженерное обследование. Инициаторы говорят, особых изменений не будет. Основная часть святилища возведена. Оно уже проходило строительную экспертизу. В принципе, он достроена, единственная отделочная работа. Каркас, как вы видите, уже есть. Произвести надо работы по электромонтажу, тепло провести, слаботочку. В дальнейшем будет храм расписываться, красивые полы гранитные сделать. Иконостас, и по улице очень много работ. По прогнозам, работы займут от 2 до 5 лет. По окончании храм обязательно осветят. Он станет самым большим в республике. Во время праздничных богослужений сможет вместить сразу 3000 прихожан. Алия Альтубаева. Итоги недели. 20 ледовых городков и 30 горок планируется построить к Новому году в Уфе. На основных праздничных площадках работа по созданию скульптур уже началась. В этом году к возведению ледяных городков приступили из-за погоды чуть позже. Но до конца декабря должны все успеть. О том, как город готовится к новогодним праздникам, смотрите в сюжете Руслана Батыргареева. Это не просто персонаж из мультфильма «Маугли», а теперь и символ 2025-го. Год змеи Мудрыка будет украшать новогодний городок в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон. В скором времени здесь появятся еще 2 световые входные арки, фигуры Деда Мороза, Снегурочки и снеговиков-музыкантов. Пилой искусно орудует Рафис Зайнетдинов. Скульптуры из льда он создает более 25 лет. Воплощаешь на бумагу, а с бумаги уже материал. То есть идея воплощается в материал. Вот это, наверное, сам творческий процесс интересен. Но еще мотив в том, что это же Новый год, детский праздник. Чтобы дети радовались, веселились.
Новогоднюю площадку возле детского сада в Кузнецовском затоне делают во второй раз. Этой осенью в сквере «Зимний лес» посадили ели. Одну из них как раз и украсят к празднику, а остальные 12, олицетворяющие все месяцы в году, подсветят прожекторами. Новогоднего преображения с нетерпением ждут дети. После садика сюда приходить и смотреть, как строят горку. А когда построят, что будешь делать? Погромче говорит. Кататься на горке. Ледяной городок здесь полноценно запустят после 20 декабря. Всего в Кировском районе столицы в этом году готовят 4 праздничные площадки. Новогодний городок у нас также обустроен микрорайон Зеленая Роща. Это по улице Мубарякова, вблизи сквера юноармейцев. Там у нас уже ледовые фигуры установлены, елка также обустроена. Площадка на территории Конгресс-холла, вблизи Конгресс-холла Таратау. Также традиционно торговый центр «Мега» устанавливает свой новогодний городок. На одной из площадок микрорайона Затон тем временем к Новому году практически все готово. Перед центром спортивной подготовки имени Баталовой не просто обустроили праздничное пространство с ярким и нарядным убранством. Накануне здесь открыли еще и каток. Сделали это в торжественной обстановке с Дедом Морозом, Снегурочкой и юными фигуристами. Привлекаем большое количество детей, их родителей, бабушек, дедушек. В этом году у нас, скажем так, нововведение. Каток стал чуть больше, естественно, будет больше возможностей оттачивать свое мастерство, получать удовольствие на нашем катке. Ну и опять-таки, естественно, это как один из моментов приобщения всех к здоровому образу жизни. Основные праздничные локации в этом году развернутся на площади имени Ленина и у Конгресс-холла, где установили пиксельные елки. Здесь также появятся ледяные скульптуры, световые инсталляции и фотозоны. Уфимский Дед Мороз откроет свою резиденцию на горсовете. Кроме того, в разных уголках города, в том числе во дворах, установят около 150 живых и искусственных елей. Руслан Батыргареев, Виктор Меренков, Делия Махмутова и Анастасия Ильчебаева. Итоги недели. Впервые на новом месте столицы Башкортостана прошел всероссийский турнир по борьбе куреш, посвященный памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахмедханова. Соревнования уже стали традиционными, на этот раз их провели в новом дворце борьбы. О выступлениях новичков турнира и чемпионов страны расскажет моя коллега Юлия Паршина. Красочная церемония открытия выступления танцоров. Так гостеприимная Уфа встретила сильнейших курышистов страны. Всероссийские соревнования, посвященные памяти Артура Ахмедханова, провели в столице республики в 4-й раз. Тот день, который посвящен нашему национальному фактически герою нашей республики, великому человеку Артуру Фарвазовичу Ахмедханову. И что самое главное, я хочу сказать, что это проводится в рамках указа главы республики по увековечению памяти генерала-лейтенанта полиции Ахмедханова Артура Фарвазовича. Артур Ахмедханов внес большой вклад в развитие куреша в республике. В свое время он поддержал этот и другие виды спорта. Артур Фарвазович всегда находил для развития спорта. Он очень много отдавал развитию спорта, национальной борьбы куреш. Он сам и родом родины нашего национального героя Салавата Юлаева. Поэтому у него большая душа была. Бал нужен? Важен каждый балл. Именно он может решить исход поединка на ковре. В этой схватке встретились два представителя Башкортостана. Эрандек Субхангулов из Стерлибашева год назад на этом турнире стал лучшим среди юношей до 18 лет. В этом пробует свои силы среди мужчин. Эмоции очень даже хорошие. Очень масштабный турнир. Сильные соперники. На дальнейшую жизнь поднимать мотивацию эти соревнования. И каждым разом, когда проводят такие соревнования, становимся лучше. Турнир набирает популярность среди курышистов в стране. На соревнования приезжают все больше команд от Камчатки до Калининграда. На этот раз силы на ковре проверили более 200 спортсменов из 24 регионов страны. Представители города Тюменской области приехали на этот турнир посмотреть, побороться. Мы приехали выигрывать, будем стараться и делать все, что в наших силах. Тренер команды из Татарстана Ильгам Волков не пропустил ни один мемориал Ахмедханова. Каждый год он привозит в Уфу своих воспитанников, среди которых опытные борцы, но есть и дебютанты. На этом турнире я первый раз. Перед собой цель выиграть этот турнир. Больше всего решает физическая подготовка и опыт.
Соревнования проходят в двух возрастных категориях до 18 лет и старше. Трехкратный чемпион страны, призер первенства мира и обладатель Кубка мира Рамиль Галимов тоже борется на турнире. Но на ковер его влекут не звания, скорее любовь к спорту. А еще он тренирует ребят и хочет на своем примере показать им, что такое чемпионский характер. Ребят привел сюда в районе 20 человек. Вот за ними вместе и с ними вместе борюсь. Но охота, конечно, такой атмосфера, как будто чемпионат мира проходит тут. Итоги во всероссийском турнире по борьбе «Куреш» памяти Артура Ахмедханова подводили не в командном, а в личном зачете. Юноши за победу получат разряд кандидата в мастера спорта. Обладателям золотой награды среди взрослых присвоят звание мастера спорта России. Юлия Паршина, Владислав Минязев. Итоги недели. Далее рубрика «Итогов недели между нами». Это авторский взгляд моего коллеги-журналиста Руслана Шарафудинова на происходящее в республике за последние 7 дней. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Здравствуйте, с вами Руслан Шарафудинов. Между нами важные общественные и политические события несутся в Башкирии плотным информационным галопом. Не успела отговорить прямая линия с Радием Хабировым, как 12 декабря, в День Конституции, было оглашено его же послание Госсобранию Курултаю. Связь между прямой линией и основными векторами послания самая, что ни на есть, прямая. Все темы и вопросы, которые в первую очередь волновали жителей в формате прямой линии, красной нитью проходят и через послание. Ведь что такое послание? Это дорожная карта, программа действий и план на ближайшую перспективу. И если главный герой нашего времени – участник специальной военной операции, то он главный и на прямой линии, и в послании. Вообще главный герой послания – это человек, житель Башкортостана, ради конкретного блага которого все это громадье планов и проектов. Наша республика – надежная опора фронту. Так было, так есть и так будет. Тысячи наших бойцов сражаются на передовой, и не только в именных добровольческих подразделениях. 140 колонн гуманитарной помощи ушло на фронт, в новые регионы Курскую и Белгородскую области. Региональные меры поддержки семей участников СВО и ветеранов беспрецедентные. И если по числу обращений на прямую линию категория номер 1 – это дороги, значит здесь фонит, и сюда надо в первую очередь направить ресурсы. В послании четко прозвучали дальнейшие планы по развитию инфраструктурных проектов, больших и малых. Экономика Башкирии уверенно входит в топ-10 регионов России, как мощнейший промышленный центр. И важнейшая задача – сохранить этот статус-кво. Пока работают заводы и станки, мы на коне во всех смыслах. Движение вперед немыслимо без науки и технологий. Для уверенной веры в будущее держим компас на кампус. Логичным продолжением создания Евразийского НОЦ и Межвузовского кампуса станет учреждение Госкомитета по научно-технологическому развитию. Кампус – это и учеба, и совместные научные открытия, и реальные рабочие места. Все под одной крышей. Теперь им нужен единый координирующий орган управления. Все логично, научно, последовательно. В послании в принципе все системно. Нет лишнего и пустого. Строительство и агропром. Транспорт и образование, социалка и здравоохранение, развитие Уфы, мечеть Ар-Рахим, Воскресенский собор и даже цирк. Все на контроле. Причем мы слышим только о тех проектах, которые реально довести до конца. Главное, что у нас есть четкое понимание, куда двигаться дальше. Вообще в хозяйстве любого размера, будь то бюджет небольшой семьи или большого региона, важно правильно распорядиться теми ресурсами, которые есть, и расставить правильные приоритеты. И этим хороший хозяин отличается от других. Кстати, на финишную прямую выходит и формирование правительства, которому реализовывать все эти задачи. Начиная с Андрея Назарова, оно постепенно избавляется от приставки исполняющих обязанности. Продолжаем между нами. Кольцо федерального правосудия продолжает неумолимо сжиматься вокруг портала Пруфы. На минувшей неделе Верховный суд оставил в силе решение районного суда Уфы по признанию издателя Пруфов Рауфы Рахимовой виновной в публичной дискредитации вооруженных сил России. Также 10 декабря Советский районный суд по материалам Роскомнадзора оштрафовал на 60 тысяч рублей главного редактора этого же издания. За что? Вот тут внимательно.
Часть 9 статьи 13-15 Кодекса об административных правонарушениях России. За распространение заведомо недостоверно общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которые могут нести угрозу общественной безопасности. Получите и распишитесь. Что такое Роскомнадзор, если кто не знает? Это федеральный регулирующий орган в сфере массовых коммуникаций и связи, которые курируют органы госбезопасности. Для любой редакции это карающий меч и прокуратор в одном лице. Мы уже говорили о том, что, похоже, в некоем центре принятия решения лопнуло терпение, и федералы-силовики взялись всерьез за одного из главных рупоров той самой необъявленной, но явной информационной войны против республики. Государство – машина большая и временами неповоротливая. Но если информационные моськи долаялись до того, что слон решил развернуться в их сторону, то дальше эта машина идет как асфальтовый каток. Свобода слова, о которой некоторые так любят покричать, не означает вседозволенности и безнаказанности. Поэтому все эти картинные заламывания рук в духе дешевой мелодрамы, стенания и претензии к Хабирову, они не по адресу. И этот центр принятия решений точно не башкирский Белый дом. Потому что Роскомнадзор курирует Москва и органы безопасности. Делом занимаются другие люди, в другом здании, в кабинетах с портретом Железного Феликса. Финита ля комедия. Нельзя постоянно провоцировать государство в условиях фактической войны, а потом удивляться, почему оно отвечает карательными мерами. Игры закончились, господа, и давно. И уже в эту пятницу 13-го на Всемирном Курултае башкир Ради Хабиров выступил с программной речью с призывом к консолидации народа вокруг важнейших задач и вызовов современности. «Башкортостанцы – племя воинов», – сказал он. «Нас не сломить на поле боя. В нашем народе нет предателей, и наши враги способны лишь на жалкие попытки расколоть нас изнутри. Но у них ничего не получится». Вообще, очень сильное получилось выступление и по эмоциям, и по смыслам. Посмотрите сами или прочтите. Лично у меня общее послевкусие и от прямой линии, а теперь уже и послание Курултаю и Всемирного Курултая башкир – спокойная уверенность Хабирова в своей правде. И в ней сила. Человек точно знает, что делать, куда идти и готов нести за это ответственность. До свидания. С вами был Руслан Шарафутдинов. Берегите себя и своих близких. Все будет хорошо.